2019 и по сегодняшний день в Ингушетии отремонтировано и уложено 250 километров дорог. Объем финансирования за все годы составил более 3 миллиардов рублей. За последние 3 года дорожные артерии республики ремонтируются и открываются с опережением графика. Высокие темпы строительства, качество и сроки выполненных работ уже 3-й год подряд держат регион в лидерах среди субъектов страны по ремонту дорожной инфраструктуры. По данным РИА рейтинга, республика стоит на 4-м месте по качеству дороги. Это очень важный момент. Скорость – это одно, а тут РИА рейтинг нас не спрашивает, мы не знаем, где они смотрят, они сами оценивают все за 3 года. Сделанные дороги Министерством автомобильных дорог, ни одна дорога не вышла из строя, нету ни колдобин, ни ямочного ремонта, то есть дорога находится в хорошем состоянии. За счет средств Дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета в 2019 году министерство привело в нормативное состояние дороги протяженностью более 36 километров, в 2020 году 68 километров, в 2021 году 61 километр, в 2022 году более 53 километров дорог. За последние 3 года в рамках нацпроекта сделано в пределах 40 объектов. В рамках региональной программы тоже больше 20 объектов. Есть программа устойчивого развития сельских территорий, там 2 объекта у нас. И есть программа содействия, тоже эта программа подключается к нашей программе, региональной программе, тоже 2 объекта по этой программе. Вот по таким программам мы работаем, осваиваем деньги, делаем качественные дороги. Высоко оценил работу Минавтодора и Махмуд Али Калиматов. Глава отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также региональных и федеральных программ ведомству удалось привести в нормативное состояние дороги, годами нуждавшиеся в ремонте. В их числе и наиболее важные участки в отдаленных поселениях республики. Сурхахи, вот была у нас дорога и каждого Сурхахи, и Алиюрт было, и до этих у нас была особенно важная дорога Дятых. Это очень важно было, около 18 километров. Не менее важно, а может быть значимо тоже, это ранее мы сдавали дорогу Вежери, сельское поселение. И вы знаете, я честно скажу вам, что занимать 3 года подряд первое место в России по строительству, ремонту дорог, это дорого стоит. Вы смогли, во-первых, это доверие к министерству, доверили к республике, и ваше министерство нигде не подвело. Самое главное, что мы это делаем для жителей, для удобства жителей. Представь себе, вот когда взять там Вежери или Дятых, когда скорая помощь ехала по час-полтора, там, больного человека возила. И вы представляете, какое спасибо каждый раз вам говорят об этом. Поэтому, если меня спросить, достойно работаете, достойно будете продолжать работу, я убежден в этом. За 3 года Минавтодором приведено в нормативное состояние около 70 дорожных объектов. Реконструкция коснулась Магаса, Назрани, Сунжи, Малгобека, Карабулака. Отреконструированы и построены такие дороги, как Назрань, Малгобек, Нижний Курбтерек, Изязиков, Юрт, Горогорск, Таргим, Чми, Икажево, Магас, Сагапши, Малгобек. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в 2020 году впервые была проведена и долгожданная для жителей реконструкция автодороги Малгобек-Вежери-Юрт протяженностью 12 километров. Дорогу построили за 3 месяца и торжественно открыли в августе 2020-го. На дороге предусмотрели 7 остановок, установили 159 дорожных знаков, провели дополнительное освещение. Приезд скорой помощи до этого занимал много времени. Отсутствие качественной дороги ощутимо усложняло жителям путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района. Теперь же все эти неудобства позади. Машина, жуагио оза ахет метки жолошка метки шхани асхани штметки якати да. Да хваст бир абла метки якир абул дгди тахати да. Да мала доцн хига
Быстро и с ветерком теперь можно доехать и до одного из самых отдаленных населенных пунктов республики – селения Датых. Работы начали летом 2021 и успешно закончили в мае 2022 года. Всего строители проложили 17 километров асфальтированной дороги. Как выполнена работа, оценил глава региона Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что работы сделаны на отлично, и не зря ингушские дорожники занимают лидирующие места по качеству автомобильных дорог среди регионов страны. Теперь жителям селения нужно бережно относиться к новой артерии и снова заселять места, которые они вынуждены были покинуть. Юртовой развивать дешь. Местные жители жбичиш бахра, цан хоутигич поешь. Царь дахуатлыш, догрыдулыш, фудуэйтигич, тахан. Дятых это такое село, спокон веков, лархулашаль, халметигер. Поэтому сегодня я хочу вас поздравить искренне жителей республики в целом. Потому что парад шоу с. А особенно хочу обратиться к жителям села Дятых. В 2022 году Минавтодор Ингушетии также первым по России реализовала нацпроект «Безопасные и качественные дороги» с кассовым исполнением 100%. За 3 года благодаря нацпроекту в республике отремонтировано более 40 дорожных артерий. В 2022 с опережением графика приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружения, общей протяженностью более 17 километров. Из региональных трасс, это вот то, что на нашем балансе дороги стоят, мы сделали подъезд до станции Слепцовская, 3-я очередь, дорога 1 километр в Сунже. Затем мы сделали дорогу трасса Кавказ-Карабулак, Средняя Чулки, Гаербек-Юрт. Он у нас 3 этапа идет, этот участок дороги. Мы хотим сделать ее до конца, до Гаербек-Юрта. Но в рамках нацпроекта у нас там запланировано 3 этапа. Где-то 13 километров 250 метров там будет. Мы в этом году сделали первый этап, 2,5 километра. Это участок, который в Карабулаке находится. Реализация национального проекта и федеральная поддержка полностью изменили состояние автомобильных дорог в Ингушетии. Ремонтные работы провели в столице республики на улицах Гарчханова, Нальгиева и Кулиева. За 3 года только в Назране и Назрановском районе завершили 11 крупных дорожных объектов. В 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» полностью приведены в порядок 6 улиц в Назране. На ремонт этих участков ушло более 155 миллионов рублей. Школьная, Мальсагова, Дагестанская, Победы, Аушева, Чеченская. Последняя – одна из самых загруженных транспортных артерий в городе. Проехав через нее, можно попасть на городской рынок, больницу, администрацию. Теперь же ездить водителем стало куда комфортней. В 2022 появился и новый автомобильный мост в Сунже длиной в 53 метра, соединяющий северную и южную части города. Строить его начали весной и торжественно открыли в конце лета. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова работы завершили досрочно. Как и все запланированные на этот год дорожные проекты. Я хочу сказать, у нас очень много еще задач. Только качественно надо делать, понимаете, чтобы не переделать. Короче, вы понимаете, нельзя так делать. Надо делать качественно. Вот это единственное. Потому что деньги есть, материалы есть. По мосту смогут передвигаться все виды автотранспорта. Более того, здесь есть и пешеходные тропинки. Дорожники установили опорные части моста, железобетонные балки пролетных строений. Предусмотрели водоотводы и гидроизоляцию. После дождей река Сунжа поднимается. Однако теперь новой переправе ничего не страшно. Русло расширили и укрепили. С открытием нового моста появились новые возможности для жителей. Школа, мечеть и другие важные объекты стали ближе. Трехпролетный мост ДР. Где качественно, где мост, русло расширить, где все тротуары должны, перильное ограждение елуж, береж, ваксак чувужик вацыш, цак ограждение елуж,
То есть безопасно, чем можно хамсаблюсти, ходя моста. يعني 40 градус يعني سير البورد على الدوز برص على الدوز بوه يطلع شق داخل آخر داخل شغال بيرك الدولسة разгрузка خجيناقة толпа кезга خجي حدو عشان وفش متى خلونا ж بيشتر вокруг دخدين جرات دق много надо هذا рядом دق دح والس يحول جان خلونا جاير بقدرش جان وبق بيزل такси ساعة на такси надо было бежать. Вслед за мостом в Сунже еще одно новое сооружение через реку Сунжа начали строить и в сельском поселении Кажево. Завершить строительные работы планируется летом 23-го. Также в новом году должны начать строительство еще одного моста через Сунжу, на этот раз в Карабулаке. Необходимость реконструкции стала очевидна после обследования моста. Построено не один десяток лет назад, сооружение признано аварийным. Длина моста 84 и ширина моста 9 метров. После проведения ремонтных работ длина моста будет увеличена до 96 и ширина мостового перехода будет расширена до 14,7 метра. Будет две полосы по 3,50, будет безопасная зона, будут пешеходные переходы с двух сторон по 1 метру, ну и колесоотбойный брус, перильное ограждение, разметка и пластика, ну и все необходимое. В рамках федеральной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения завершен капитальный ремонт на автодороге Икажево-Сурхахи. Дорогу торжественно открыли осенью 2022-го с участием главы региона Махмуда Али Калиматова. Каждый построенный метр дороги в Мохби, каждый метр. Для нас это важно. Мне очень приятно, что у нас тротуар, остановки. Тем более здесь Дом культуры. Дальше у нас школа была. Молдова, Берхат-Дугуш, Тадугуш, Вейноно, Ижереш. Они привозят, увозят. Это сейчас будет очень удобно. Дальше. Яндри Дабудних Би, Азхабе Бавей. Так, Али Юртхан, Бежба Бивейс. У нас дятых, когда едешь. Когда у нас в Ижере едешь. Моло дали дети, тахана, паратуер. Я хочу вам сказать, я каждый метр, как положено, дорогу кладут. Поэтому сегодня я думаю, что мы, открывая дорогу, хотел бы каждого поблагодарить. У нас в целом развитие республики идет по плану. Мы стараемся делать предприятия жилье, заводы жилье, фабрики жилье. Они у нас начинают работать и уже работают. Поэтому даится них чахбах кадал эту бахулбы. Строители обустроили также около 4 километров тротуара, 38 дорожных съездов по 50 метров, на каждом из которых есть разметка для пешехода. Также установили перильное ограждение, укрепили обочины, в опасных местах поставили отбойники. На всей протяженности дороги нанесли разметку и установили более 300 дорожных знаков. В рамках этой же программы начали ремонт и трассы Яндари-Сурхахи. 23 год у нас в рамках программы содействия также запланирована была дорога Яндари-Сурхахи, но мы решили в рамках опережающего строительства сделать эту дорогу уже в этом году. Она уже идет к завершению, ее можно считать уже практически завершенной. Там 8 километров протяженность этой дороги. Ну, уже, насколько мне известно, подрядчики завершают укладку асфальтобетонного покрытия на последних пикетажах данной дороги. Большой объем работ провели на улице Херсонская. Двухстороннее движение с 4 полосами по 3,5 метра каждая. Ширина дорожного полотна 14 метров. Современное освещение, дорожные разметки, знаки, тротуары. Такой новый вид обрела эта дорога после капитального ремонта по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Улица Херсонская позволит разгрузить транспортные потоки по центральной улице имени Сулмбека Асканова, которая является самой загруженной в Малгобеке, и этот факт просто не может не радовать горожан. Вы знаете, что динамическое развитие нашей республики это заметно и с каждым днем набирает свои обороты. И сегодня это заслуга главы республики, заслуга всей команды. И вы знаете, что за 30 лет, за короткое время наша республика процветает. Это заметно. Действительно, как сказал глава, когда въезжаешь в республику, в первую очередь обращают внимание на дороги, на чистоту и порядок озелененности территории. Действительно, наш субъект самый молодой и самый развивающий сегодня.
Ремонт улицы Херсонской сделан в рамках региональной программы развития автомобильных дорог в Ингушетии. В программу вошли реконструкция улицы Муталиева в Экажево протяженностью в 3 километра, участок улицы Исламской Грозненской в Малгобеке, дорога Экажево, Али-Юрт и улица Партизанская в Плиево, где проживал первый герой России Суланбек Асканов. Устроены площадка и тротуар на мемориальном комплексе Гуазут-Кашмыш. Есть такие отдельные поручения главы, как асфальтирование площадок и парковочных мест возле Дома культуры в Сунже сделали. Устроили тротуары по обращениям граждан, как раз таки в Али-Юрте и в Кантышево тоже устроены тротуары. Вот такие работы у нас проведены в этом году. Общая протяженность дорог, которую мы будем вводить по итогам 2022 года в эксплуатацию, составит более 53 километров. Вот такие работы сделаны в этом году. Результатами своими мы довольны. Глава республики тоже нам дал высокую оценку. Ингушетия уже 3-й год в лидерах рейтинга по строительству дорог. Ежегодно региональный Минавтодор досрочно заканчивает все заложенные по плану работы. Отсюда увеличивается доверие федерального центра, что напрямую влияет на объем финансирования в регион, на строительство дорожной инфраструктуры. Минавтодор не намерен сбавлять темпы в 2023 году. Дорожники намерены реконструировать порядка 50 километров автодорог в рамках федеральных и региональных программ. В нормативное состояние приведут 8 объектов дорожной инфраструктуры и 2 мостовых сооружения. На эти цели будет направлено более 500 миллионов рублей. Мы реализуем 4 улицы в Назране. Это Восточная улица, Центральная улица и самые долгожданные Картоева и Сулейменова улицы. Приведем в нормативное состояние. Войдет улица Магаса, Горчханова. И наша региональная трасса, которую я уже ранее называла, это трасса Кавказ-Карабулак, Средняя Ачулки, Гайрбек-Юрт. Это уже будет 2-й этап продолжен на 2023 год. Все проектно-сметные документации уже готовы, эти объекты разыграны. И уже с нового года будем приступать, уже судя по погоде, по климатическим условиям, приступать к работе. В 2023 году Минавтодором будет также реализована программа «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках нее сделают подъездные дороги к птицекомплексу «Южный» протяженностью в 17 километров, в Малгобекском районе и кооперативу «Юг-Агро» в Назрановском районе протяженностью в 76 километров. Проложат дорогу и к детскому саду и школе в селении Вежери-Юрте. В планах у ведомства также реализовать следующие крупные объекты ремонта трасс: Средняя Ачулуки-Плиева, Алхасты-Галашки, Новый Редант, Нижняя Ачулуки, а также по направлению к Горогорску, от Дядиков-Юрт к соседней республике. Запланировали при возможном финансировании, мы эти объекты завершим тоже, там большие протяженности. Это дорога Редант-Ачулуки, Новый Редант, Нижние Ачулки. Вот эту дорогу, кстати, мы уже в 2022 году тоже начали. И туда войдут дороги Алхасты-Галашки и Средние Ачулки-Плиева. Там более 10-14 вот так протяженности этих дорог. Они очень большие, но планируем тоже в 2023 году эти объекты завершить. Развитие дорожной инфраструктуры – первостепенная задача, которую глава республики Махмуд Али Калиматов ставит перед министерством. В 2023 году дорожники планируют также досрочно завершить все запланированные мероприятия. Дана Плиева. Итоги года.